Гетеро. Лесбиянка. Гей, бисексуал. На каком-нибудь из этих слов у вас внутри ничего не дернулось? Не возникло чувство неприязни, отторжения? Если нет, то поздравляю. Ваше равноценное отношение к каждой из этих сексуальных идентичностей совпадает с таковым отношением у международных научных организаций, занятых вопросами здоровья, в том числе и сексуального, у человека. Да, гомо- и бисексуальность стоят в одном ряду с гетеросексуальностью. Они равнозначны. Но так было далеко не всегда. Наиболее документированно историю депатологизации гомосексуальности можно проследить на примере США, где в середине прошлого века гомосексуальных людей едва ли считали за полноценных людей. Состояние науки в то время также значительно отличалось от сегодняшнего. Она в гораздо большей степени была ориентирована на конкретные культурные предустановки общества, нежели опиралась на строгий научный эксперимент. Так, изначально Американская психиатрическая ассоциация придала гомосексуальности статус психического заболевания в своем первом издании диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам 1952 года. Ну и отлично. Тогда наука была настоящей, и не то что сейчас. Пляски под дудку либералов. Вера в то, что чем древнее наука, тем она трушнее, это, конечно, интересный феномен, но, как мы знаем, научные стандарты в Средневековье были не очень высоки. Да и какая-нибудь драпетомания, диагноз, предложенный в 19 веке для рабов, которые убегали от своих хозяев, излишняя тяга к свободе, видите ли, звучит тоже не очень научно. Разумеется, в действительности рассмотрение гомосексуальности как болезни было связано отчасти с приверженностью тогдашнего общества морали, позаимствованной у церкви, но в гораздо большей степени с доминировавшим после Второй мировой представлением о роли неправильного воспитания, незрелости или ранних травм в формировании ориентации, что постулировалось околофрейдистскими концепциями, а не эмпирическими научными данными. Фрейдизм доминировал тогда в этой области. Работы психоаналитиков, делавших утверждения о лекарствах от неправильной, по их мнению, ориентации, были широко приняты профессиональным сообществом, хотя никогда не проверялись как-либо в экспериментах. Многие предлагали лечение даже самыми бесчеловечными методами: использование проституции ради научения гетеросексуальности, электроды, вживленные в мозг для подкрепления правильного влечения, лоботомия, химические препараты и процедуры вроде терапии отвращения, что больше походит на пытки. Едва ли такие вмешательства можно назвать помощью. К счастью, с 50-х годов начали стремительно накапливаться исследования, не базирующиеся на изначальном ненаучном постулате ненормальности однополого влечения. Сперва Альфред Кинси пошатнул пуританские устои, начав изучение сексуального поведения человека более научными методами, нежели чтение Библии и почитание умозрительных гипотез, дав тем самым толчок к развитию сексологии. Затем Клеланд Форд и ряд других антропологов узнали, что статус гомосексуальности в иных культурах совершенно не обязательно маргинален, и это явление, встречающееся повсеместно. Вскоре подтянулись непосредственно и психологи в лице, например, Эвелин Хукер. Проблема в том, что ранее психиатры и другие клиницисты делали выводы о негетеросексуальных людях, изучая их по искаженным выборкам. Людей набирали среди тех, кто обращается за лечением от своей ориентации или имеющих серьезные проблемы с ментальным здоровьем. Хукер же основывалась на выборке людей в общей популяции, а не клинике, и сравнивала их с гетеросексуалами. Выяснилось, что обычные гомосексуалы не отличаются по своим ментальным характеристикам от гетеросексуальных людей. Разница выражалась лишь в направленности сексуального интереса на свой пол, чего было явно недостаточно для ярлыка патологии.
В 60-е открыл уже психиатр Томас Сасс со своей, пусть далеко и не бесспорной, мягко говоря, но заставившей пошевелиться фрейдистов книгой «Миф о психическом заболевании», где ставил под сомнение обоснованность патологизации, в том числе и гомосексуальности. Книга появилась как раз в момент, когда фрейдистские концепции начинали терять популярность, и психиатрия старалась быть более ориентированной на медицину и научный эксперимент. В общем, уже через пару десятилетий такой массированной бомбардировки научными фактами уже сложно было игнорировать накопленные данные, и все острее стоял вопрос: а где провести грань между нормальным и ненормальным? Сперва психиатры массово игнорировали работы, противоречащие психоаналитическим концепциям. Но время шло. Фрейдистские консерваторы сменялись новыми учеными. Оставалось сделать всего один шаг, один маленький толчок к отказу от фрейдистской ортодоксии. Им стало гражданское неповиновение. Во время очередного полицейского рейда на гей-бар полиция начала применять насилие, что привело к массовым акциям протеста в конце 60-х и консолидации ЛГБТ-сообщества. Все это не могло не привлечь внимание Американской психиатрической ассоциации. На собрании APA 1971 года гей-активисты заявили о себе, о том, что ЛГБТ-людей преследует стигма болезни, что для многих психиатров действительно оказалось открытием. В 1972 на встрече выступили уже профильные специалисты, объясняющие свой взгляд на необоснованность патологизации. Все это время в APA происходили и внутренние дискуссии. В частности, в номенклатурном комитете, который и занимается решением о том, что включать или не включать в список расстройств. Главой подразделения, занятого вопросом гомосексуальности, был Роберт Спицер. Он сравнил гомосексуальность с другими состояниями, определяемыми как расстройства, такими как депрессия и алкогольная зависимость, и сразу увидел, что последнее вызывает выраженный дистресс, состояние страдания, нарушения, в то время как гомосексуальность сама по себе ни с чем подобным не связана. К аналогичным выводам пришли и другие подразделения APA. Последний гвоздь в крышку гроба болезни забил симпозиум 1973 года, где специалистов попросили ответить на вопрос, должна ли гомосексуальность быть в номенклатуре APA. Более 60% проголосовали за исключение, что было невероятным прогрессом для науки религиозно-консервативной Америки 70-х. Фрейдисты были в ярости. Видите, просто гей-лобби надавило на APA. Вот большинство и проголосовало. Да и вообще, что это за наука, где вопросы решаются голосованием? Это что за леволиберальщина? Ну, в 2006 астрономы голосовали за то, является ли Плутон планетой. Делает ли это страну леволиберальной? Да я сейчас сам на Плутон улечу! Популярное заблуждение, но на самом деле все психиатры APA не определяли это решение голосования. Перед ними был поставлен вопрос о том, поддерживают ли они решение профильного органа APA, который на основе анализа имеющихся данных пришел к выводу о необходимости исключения гомосексуальности из списка расстройств. То есть это был типичный научный процесс. Голосование не было решающим в этом отношении. Более того, с самого начала за голосование выступили именно психоаналитики, которые были против решения APA. Они ошибочно полагали, что их большинство, и они смогут задавить научный процесс своим количеством. В действительности, принятие гомосексуальности отражало гораздо более сложную вещь, чем простая депатологизация. По своей сути, это было сопоставление конкурирующих гипотез, объясняющих человеческое поведение и выдвигающих свои модели психики, как и подходы. Гипотеза патологии или незрелости, которая пропагандировалась фрейдистами и была невероятно широко распространена, при этом не имея фактических подтверждений. Например, представителем этого лагеря был психоаналитик Эдмунд Берглер, который писал: У меня нет предубеждений против гомосексуалов. Для меня это больные люди, которым требуется медицинская помощь. Тем не менее, хотя у меня нет предвзятости, я бы сказал, они по сути своей неприятные люди, независимо от их внешности. Очень научный, непротиворечивый и непредвзятый подход с серьезной доказательной базой, как вы видите.
С другой стороны, у нас были ученые, которые ставили главной задачей объективное изучение мира и сбор эмпирических доказательств. На основании полученных свидетельств они рассматривали гомосексуальность как вариант нормы, лишь менее распространенный в популяции, аналогично леворукости или зеленому цвету глаз. Так что люди, утверждающие, что патологизация гомосексуальности правильная, по сути своей отстаивают не просто идею «не гетеро значит больной», они отстаивают устаревший, не основанный на науке фрейдистский подход к познанию человеческой психики. Иногда сигара – это всего лишь сигара. А иногда это компенсация. Как мы видим на примере APA, это была ожесточенная научная борьба. Подобный процесс происходил и в других профессиональных сообществах по всему миру. У каждой международной или национальной организации был свой путь, отличный от пути APA, но в конце концов все они пришли к одному. Гомосексуальность является нормальной, позитивной вариацией человеческой ориентации. На международном, всемирном уровне это случилось только 17 мая 1990 года, когда Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из международной классификации болезней. Таким образом, сегодня мы имеем уже достаточно давний научный консенсус, построенный на тщательнейшем анализе данных, посвященных человеческой сексуальности. Вы, конечно, можете считать иначе, но ни ваша предвзятость, ни чрезмерное чувство собственной важности, возвышающее вас над сотнями профильных организаций и десятилетиями работы ученых, не изменят этого факта. Значит, гей-лобби захватило всю науку! К слову, даже Психоаналитическая ассоциация Америки, основанная на принципах фрейдизма, что и заварил всю эту кашу с изначальным ненаучным постулатом «не гетеро значит болезнь», в 2019 году извинилась за годы дезинформации. Давно пора признать и извиниться за нашу роль в дискриминации и травмах, причиненных нашей профессией, и сказать «мы сожалеем». Трудно признать, что кто-то был настолько неправ. Нам жаль. Нам жаль. Нам жаль. А если серьезно, то лучше поздно, чем никогда, даже если они и фрейдисты. Интересно, хватит ли у постсоветских гомофобов смелости на признание своих ошибок? Заговор. Это просто заговор. Сегодня гомосексуальность – это абсолютная норма. Но что же тогда не так? Негетеросексуальные люди в среднем больше, чем гетеро, сообщают о тревожности, нарушении эмоционального состояния, в среднем имеют более низкую самооценку. Они более склонны к злоупотреблению психотропными веществами, мыслям о том, чтобы покончить с жизнью. Так, представители ЛГБТ-сообщества почти в 3 раза более склонны к суицидальному поведению. Неужели гомонегативисты правы? Вот, они патологически больны. Проблема только в том, что вместе с этим негетеросексуалы также подвергаются намного повышенному риску столкнуться как с социальной, так и юридической дискриминацией, оскорблениями, физическим насилием. Их чаще выгоняют из дома в подростковом возрасте. Они даже имеют повышенный риск подвергнуться сексуальному надругательству. Вы не видите связи? Нет. К счастью, ученые не слепы. Несмотря на достижения последних десятилетий в области принятия и включения в общественную жизнь негетеросексуалов в наиболее развитых странах, сегодня по-прежнему остаются нерешенными целый ряд проблем, связанных с общественным отношением и в ряде стран системой здравоохранения. Сюда включают общественную стигму, вплоть до физического насилия и вербальных домогательств, дискриминацию при приеме на работу, предвзятость в образовательных учреждениях. В общем, это затрагивает все
все важные сферы жизни, включая и такую, казалось бы, на первый взгляд лояльную ко всем, у кого есть деньги, как свадебная индустрия, даже там, где разрешены однополые браки. И, как вы понимаете, сейчас я говорю о гораздо менее очевидных проблемах, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества. В странах бывшего Союза дела с этим обстоят намного хуже. Влияние таких вещей на здоровье описывается благодаря модели стресса меньшинств. Тот факт, что сексуальные меньшинства сталкиваются с огромным давлением в большинстве сфер жизни, как и то, что это давление связано с состоянием хронического стресса, очень хорошо документированы. Стресс меньшинств описывает то, как общественная стигма связана непосредственно со стрессом в стигматизированных группах, что в свою очередь влияет на здоровье. Примечательно и то, что даже если человек скрывает свою сексуальную ориентацию, то это все равно будет вести к повышенному стрессу, не связанному с прямой предвзятостью общества. Скрытый статус наносит ущерб психическому здоровью через постоянную повышенную бдительность, чувство стыда, беспокойства, впечатлений, которое должен производить человек. Все это очень сильные и повторяющиеся стрессовые факторы. И, как мы знаем сегодня, состояние хронического или повторяющегося стресса связано далеко не только с ментальными проблемами, вроде депрессии, но и косвенно влияет на возникновение расстройств, связанных с заболеваниями сердца, желудочно-кишечного тракта, обмена веществ и вещами вроде нарушения сна, что предсказуемо ведет к еще большему стрессу. Вообще, есть неплохая книга известного нейроэндокринолога Роберта Сапольски, которая почему-то в русском издании переведена как «Психология стресса». В ней и описываются все эти сложные и завораживающие механизмы реакции нашего тела на стресс и то, какими путями это может привести к ухудшению состояния нашего здоровья. В общем, рекомендую к прочтению. Стресс точно влияет на состояние здоровья людей, а в условиях, когда человек относится к стигматизированной группе, но при этом его семья не разделяет этот стигматизированный статус, ведь большинство семей гетеросексуальны. Мы сталкиваемся с дополнительными проблемами. Невозможность поделиться опытом, переживаниями, натянутые отношения дома – все это дополнительные стрессовые факторы. В более широком смысле такая стигма связана с системой убеждений, постулирующей превосходство гетеросексуальности над любой другой сексуальной ориентацией. То, что называется сексуальные предрассудки. Они приводят и к такому интересному явлению, как амнистический гетеросексизм. Убеждение, что предрассудки в отношении негетеросексуалов не являются серьезной проблемой, и ЛГБТ-люди в современном обществе вообще не сталкиваются со стигмой и дискриминацией. О, убили очередного гея. Ну, тоже мне новость. Сколько каждый день людей убивают. Да и вообще, незачем было гулять с такой-то внешностью по такому району. На танцпол популярного в Петербурге гей-клуба Виталия Милонова пропустили не сразу. Фейс-контроль не прошел, а вместе с ним и дресс-код. Но куда его куртка и кепка? Да они охренели! Уже в открытую притесняют натуралов! Подобное убеждение об отсутствии стигмы негетеросексуальных людей является своего рода формой рационализации. Оно позволяет снять с себя чувство ответственности за невмешательство в издевательство над человеком по признаку сексуальной ориентации и связано с классическим заблуждением «вера в справедливый мир». Сами виноваты, что подверглись насилию. Так что, если услышите нечто подобное, можете пожалеть человека, живущего в розовых очках, и посоветовать ему узнать больше об этой проблеме. Таким образом, исследователи, социологи и психологи рассматривают стигму как причину неравенства в здоровье не только представителей ЛГБТ, но и других уязвимых групп. Помимо прямого давления общества, диспропорцию в здоровье можно объяснить с привлечением теории фундаментальных причин, которая описывается в одном предложении как «здоровье и ресурсы пропорциональны социальному статусу».
Иначе говоря, люди, имеющие больше ресурсов в своем распоряжении, реже будут страдать от предотвратимых болезней и лучше будут контролировать свои хронические заболевания, благодаря доступу к современному и качественному медицинскому обслуживанию, нежели те, у кого ресурсов на это меньше. Такой механизм работает по принципу обратной связи. Дискриминация в сфере трудоустройства и образования и, как следствие, более низкий социально-экономический статус ведет к худшему состоянию здоровья по фундаментальным причинам. Все негетеросексуальные люди, геи, лесбиянки, бисексуалы и даже асексуальные люди подвергаются воздействию описанного здесь негативного опыта, столкновения с предрассудками и дискриминацией. Потенциальные психологические симптомы являются вторичными, то есть следствием не их негетеросексуальности, а предвзятого отношения самого общества. Иногда такое внешнее негативное отношение к негетеросексуальности перетекает во внутреннее. Когда мы растем в определенной социальной среде, мы невольно принимаем ее нормы, зачастую не задумываясь об их обоснованности или полезности. То, что называется интернализованная гомофобия. Ей страдают и сами гомосексуалы. Вопрос в том, как вылечить общество от этих предрассудков. Эффективными показали себя стратегии, предусматривающие, с одной стороны, образовательные программы о природе сексуальной ориентации для персонала, например, в школах, университетах и крупных компаниях, а с другой стороны, поддержка гражданской активности, направленной на помощь негетеросексуальным людям в принятии себя, вроде клубов под названием «Союз геев и гетеросексуалов». Разумеется, эффективными показали себя и стратегии, предусматривающие введение антидискриминационного законодательства. Но подобные вещи – это роскошь развитых стран, где ценят права человека. Мы вынуждены жить в другой реальности. Реальности, где человек, утверждающий, что он глава страны, позволяет себе многократно высказываться о том, что все население этой страны не переносит иных проявлений сексуальности, кроме как гетеросексуальных. Нормальный образ жизни надо вести. Мы его не приемлем. А вы этим самым показываете, что вы отходите от христианских ценностей. Ладно, женщинам лесбиянство я прощаю, но голубизну мужикам никогда в жизни. Лучше быть диктатором, чем голубым, конечно. Реальности, где чудовищно некомпетентные люди принимают и оправдывают бесчеловечные законы, ударяющие не только по положению ЛГБТ-людей, но и образовательным инициативам. На мой взгляд, это генетическое отклонение. Понимаете, это не на мой взгляд, это на взгляд медиков. Реальности, где силовики вламываются в дома людей и, среди прочего, изымают особо опасные брошюры. Литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности. Реальности, где человека увольняют с работы с формулировкой «за аморальный проступок», просто потому что влечение человека предположительно направлено на свой пол. Все, что мы можем делать, это просвещать друзей и знакомых, проявлять гражданскую активность. Надеюсь, эта серия видео поможет вам в этом. А вот чего нельзя делать ни в коем случае, это плодить еще больше ненависти. Ну и сами подумайте. Стигматизация людей, имеющих большую склонность к суициду из-за предвзятого отношения общества, то есть самой стигматизации. Это не только неспособность отличить причину от следствия, это банально бесчеловечно. Коллеги, у нас проблема. Одна из социальных групп в нашем обществе предрасположена к суициду и саморазрушающему поведению. Нужно это прекратить. Ваше предложение? Давайте будем клеймить их. Может, введем законы, которые еще больше ограничат их права? Ну или снимем видео, где напомним, что им нельзя усыновлять детей. Может, просто перестанем издеваться и поможем другим их принять? А сколько в мире вообще людей, что до сих пор страдают от предрассудков и дискриминации из-за своей негетеросексуальности? На самом деле это не такой простой вопрос. Мы уже знаем, что сексуальная ориентация – это достаточно сложная характеристика, и ее не так-то просто измерять. Оценки распространенности гомосексуальности могут варьировать в зависимости от того, какой критерий ориентации мы выбираем.
идентичность, поведение, возбуждение или влечение. Также оценки людьми собственной сексуальной идентичности или поведения могут меняться в течение жизни или в зависимости от того, как сформулирован вопрос. Так, вопрос «Был ли у вас гомосексуальный опыт?» и вопрос «Был ли у вас подобный опыт в течение последнего года?» будут давать совершенно разные оценки, и это также стоит учитывать. Но и стоит понимать, что ранние исследования проводились в обществах, где люди не очень-то охотно рассказывали о своих негетеросексуальных предпочтениях. Да и сегодня гомосексуальность все еще подвергается социальной стигме, даже в тех странах, которые так обожают демонизировать госпропагандиста. Только не подумайте, что мы тут свои фобии культивируем. Мы просто следим за заморскими культурными трендами. И это не говоря про то, что негетеросексуальное поведение по-прежнему остается незаконным и строго карается в большей части Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Океании и многих частях Азии. Поэтому многие люди будут скрывать сведения о своих влечениях, идентичности и поведении. Все это в совокупности как раз и объясняет разницу результатов различных работ и большой разброс оценок распространенности гомосексуальности. Сегодня, основываясь на объединенном анализе самоотчетов людей, считают, что порядка 3,5-4% относят себя к гомо- и бисексуалам, хотя при этом от 7 до 10% имели хотя бы единичный гомосексуальный опыт, возможно, не связанный непосредственно с сексом в течение своей жизни. Однако, учитывая изложенные выше ограничения, есть основания полагать, что такие оценки занижены. Так, при опросе лично люди менее охотно сообщают сведения о своем гомосексуальном опыте, чем при опросе онлайн. Вероятно, большая анонимность и меньшая ориентированность на социальное мнение связаны с раскрытием более деликатной информации. Такой феномен был обнаружен, например, в Великобритании. Возможно, чем более предвзято общество относится к гомосексуалам, тем большая разница будет при опросах онлайн и офлайн. Ведь для США 90-х и Польши 2000-х разница в оценках в зависимости от метода опроса оказалась очень серьезной. Минимум в 2 раза больше людей сообщили о своем гомосексуальном опыте при опросе с использованием компьютера, а не человека. Причем этот эффект наблюдался при прочих равных демографических характеристиках, так что стигматизация негетеросексуальных людей мешает не только их жизни, но даже оценить их количество. Интересно, а сколько людей, имеющих гомосексуальный опыт, смотрит это видео? Можете отметиться в комментариях плюсом, ну или поставить дизлайк, будет любопытно посчитать. Как мы видим, количество людей, имеющих гомосексуальный опыт, превышает количество людей с зеленым цветом глаз. Но мы же не считаем зеленоглазость патологией. Аналогично, у нас нет абсолютно никаких оснований считать расстройством негетеросексуальность, которая, как мы знаем, благодаря развитию науки, сама по себе не связана с дистрессом. К сожалению, общественную стигму не так просто излечить при помощи научных данных, и огромное количество людей продолжает страдать. В любом случае, независимо от количества негетеросексуалов, их ориентация совершенно нормальна. Нормальная ориентация? Нормальная? Да их едва 10% набирается, какая нахрен это норма? Но есть же нормальное распределение. Я нормально ненавидел теорию вероятности, и геев буду ненавидеть! Да как можно считать нормальным то, что приведет к вымиранию человечества, а не ошибки? Их быть не должно! О да, гомофобы очень любят спекулировать на эту тему, игнорируя выводы международных организаций, занятых вопросами здоровья человека, и выдвигая какие-то свои очень странные определения нормы, бесконечно далекие от таковых у профильных институтов. Все это походит на то, как в конце 90-х бывшая советская психиатрия из своего изоляционизма переходила на международные рельсы. Несмотря на переход на международную классификацию болезней, перестройка была не мгновенной. Какое-то время психиатры продолжали пользоваться руководством под названием «Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств», где был пункт «Расстройство сексуального предпочтения». Среди прочего, там было такое определение:
Расстройство сексуального предпочтения означает всякое отклонение от нормы в сексуальном поведении, независимо от его проявления и характера, степени выраженности и этиологических факторов. Это понятие включает как расстройство в смысле отклонения от социальных норм, так и норм медицинских. Забавно, ведь, как заметил Игорь Кон, согласно данному определению и мастурбация является расстройством, не говоря об абсурдности упоминания неких социальных норм в медицинском руководстве. Так, в Древней Руси позиция «женщина сверху» приравнивалась к содомии. Выходит ли, что пары, практикующие наездницу, больны? А тот факт, что РПЦ выступает против орального секса, означает ли, что людей, отклоняющихся от миссионерской позиции, нужно лечить? Вряд ли большинство гомонегативистов так считает. Их ненависть направлена, как правило, на геев, которых называют ошибками Бога, эволюции, природы и так далее. Мысль о противоестественности – это очень интересная штука. Интересная с точки зрения психологии, ведь на ее примере можно разобрать типичные логические ошибки и познакомиться с научными данными по этому интересному вопросу. Что мы сделаем в следующем видео. Отдельная благодарность всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Сейчас я снимаю уже 3-е видео, почти съемки завершены. Однако сложностей было немало. Главное из них — я больше никогда не буду снимать в общественных местах. Я периодически даю себе такое обещание, но знаете, как-то с временем оно забывается. Вот ты снова приходишь в общественное место и сталкиваешься с охраной, которая требует разрешения на съемку в общественном месте. Сталкиваешься с кучей людей, которые попадаются в кадре, с кучей шумов. Например, как сейчас от птиц. Я не знаю, насколько это будет слышно и что в итоге получится, но если что, придется перезаписывать или переозвучивать. В любом случае, я очень благодарен всем, кто поддерживает меня, кто делает возможным создание подобных видео. Особенную благодарность стоит сказать Ольге Лебедь и Александру Гандлину, которые взялись проверить мой сценарий. Благодаря этим людям вы будете видеть еще более доступную информацию. Ну и забавным является тот факт, что вот приблизительно 5 лет назад, вообще вот в этом месте, в Минском зоопарке, я снимал сожжение гомофобов, один кусочек для этого видео. Так что тут небольшая рекурсия такая. В общем, огромное спасибо тем, кто поддерживает канал, спасибо тем, кто посмотрел это видео до конца. Сил вам и сил мне доделать все, за что я взялся. Тема действительно самая объемная. Особенно с учетом того, что монтаж хочется сделать иллюстративно, грамотно. Даже вот в этой части видео, конкретно там, где экскурс в историю депатологизации гомосексуальности, очень большой объем архивных материалов был найден, но все они в очень плохом качестве, пришлось осваивать алгоритмы через нейросети, чтобы апскейлить все это, но, в общем, стараюсь, надеюсь, вы дождетесь. И надеюсь, мне хватит на это сил. Пока.